Фестиваль голосов завершился на высокой ноте. Накануне на сцене Татарского оперного театра отзвучал гала-концерт 33-го Шаляпинского фестиваля. В этом году на нем было представлено 11 спектаклей, в которых приняли участие солисты ведущих театров России, США, Великобритании, Германии, Италии, Украины, Турции. За дирижерским пультом также выступили приглашенные маэстро из России, Италии и Нидерландов. На гала-концерте по традиции звучат лучшие голоса фестиваля. Их услышала Полина Кострицкая. Эта русская песня знаменита в исполнении великого русского баса. Таким музыкальным воспоминанием о Шаляпине гала-концерт открывает хор Татарского оперного театра под управлением Любови Дразниной. А затем на сцене появляется бессменный маэстро театра Ринат Салаватов. Оркестр и хор играли особую роль на протяжении всего фестиваля. Без них не обходился ни один спектакль. Солист Большого театра и геликон оперы Алексей Тихомиров учился в Казани. На этой сцене делал первые шаги. И до сих пор, признается певец, чувствует себя здесь как в родной семье. Что такое обучение в Казанской консерватории или в вузах казанских? Это прежде всего огромный потенциал знаний. Это действительно школа на всю жизнь. Я вырос здесь, я сходил еще совсем ребенком на спектакли. А вот Василий Ладюк, известный и за пределами России баритон, в этом году впервые принял участие в Шаляпинском фестивале. Казанцы услышали солиста Московского театра «Новая опера» в партии Онегина. Великое дело как фестиваль. Это, конечно же, большое счастье для казанской публики, потому что они имеют возможность знакомиться не только с шедеврами оперной музыки, но и с настоящими именами в оперном искусстве. Одно из таких имен – певец из Великобритании Рональд Сам. В этом году казанцы уже в третий раз услышали харизматичного тенора в партии «Спортинг Лайфа» в опере «Порги и бес» Гершвина. Но любимая партия певца – «Отелло». Певица из Турции Дениз Етем не только впервые приняла участие в Шаляпинском фестивале, она впервые в России. Однако, по ее словам, с удовольствием примет приглашение и в следующий раз. Я участвовала в фестивалях в Европе и США. Об этом фестивале услышала очень хорошие отзывы от коллег. И я вижу, что это очень значимый фестиваль. Мне повезло в нем участвовать. И гала-концерт просто потрясающий. По традиции, гала-концерт Шаляпинского фестиваля проводится 2 дня подряд, чтобы как можно больше зрителей смогли услышать лучшие голоса. И полные залы – это, пожалуй, лучшей оценкой признания солистов и в целом фестиваля. Полина Кострицкая, Марат Цейтгараев, столица.